Самое главное помнить о том, что попасть на уловки мошенников нет ничего постыдного. Любой человек может оказаться жертвой мошеннических действий. Это связано с тем, что в основном у каждого из нас есть определенные ценности, определенные установки, есть характерологические особенности, и чаще всего попадаются люди, которые находятся достаточно долгое время в стрессовой ситуации, сами по себе, по характеру тревожные люди, да, боязливые, люди, которые привыкли подчиняться чужим указаниям. Это люди, которые долго работают в системе с жесткой иерархией подчинения, указания, потому что такой человек привыкает к тому, что ему поступает какое-то указание, и он просто ему следует. Изначально это холодные звонки. По нескольку раз прозванивают по разным сценариям одних и тех же людей. И если у вас есть привычка вообще не поднимать телефон с незнакомых номеров, то вы, вероятно, из базы этой удаляетесь и через какое-то время туда возвращаетесь, просто прозвон возвращается. Прозвон ведется в нескольких сценариях, то есть ведется звонок, как будто бы это обращение из правоохранительных органов, это может быть звонок из ФСБ, это может быть звонок, если родственник попал в сложную жизненную ситуацию. Как только мошенник, звонивший, попадает в ваш сценарий, который вызывает у вас тревогу, беспокойство и страх, он его усиливает. За счет усиливания человек попадает в эмоциональный ступор, и думать у него возможности нет. В этом состоянии, в ситуации стресса и высокого эмоционального напряжения, мы начинаем следовать прямым указаниям, которые нам даются. И поэтому мы вот так вот пошагово делаем все, что нам говорят делать, бесперерывно. Что может помочь избежать мошеннических действий? Готовая внутренняя какая-то схема действия в ответ на звонки, письма, сообщения в мессенджерах любых от мошенников. Это когда ты понимаешь, как тебе нужно действовать, если вдруг такое случится. Когда поступает звонок от руководителя, распоряжения или что-то подобного рода, очень важно перезвонить и убедиться, что это был он. Если дозвониться невозможно, а он вас торопит и объясняет невозможность выхода на связь по каким-либо причинам, объективным или необъективным, это уже должно послужить сигналом к тому, что что-то не так. И в этом случае можно созвониться с коллегами, с ближайшими помощниками руководителя для того, чтобы убедиться в том, что он территориально где-то находится. Здорово будет, если вы сами территориально найдете его и тет-а-тет переговорите. Если это какие-то звонки относительно того, что ваш близкий человек попал в сложную ситуацию и нужно очень срочно его выручать, важно тоже уточнять, не подсказывать, скажем так, мошенникам, кто из родственников мог куда попасть. Вот если это близкие люди, это люди, к которым вы имеете доступ, важно до них дозвониться. Важно дозвониться до того, кто близко знаком с этим человеком. Важно узнать, чем этот человек занимается, и пока не будет ответа от него, вообще никаким действием не приступать. Если это звонки от правоохранителей, от любых каких-то органов, банковских, правоохранительных и так далее, важно убедиться, взять все данные этого человека, где он работает, в какой должности, адрес и так далее, и потом уточнить это в тех же правоохранительных органах, работает ли у них такой сотрудник. Один из признаков того, что человек, скорее всего, мошенник, который вам звонит, это его неготовность отвечать вам в открытую на ваши уточняющие вопросы. Уточняющие вопросы могут быть очень простые. Полная фамилия, имя, отчество, звание, где работает, в каком отделе, сколько сотрудников в отделе. Если человек эмоционально начинает реагировать, это уже звоночек, что что-то не так. Потому что если звонят все-таки уполномоченные действительно органы, они готовы отвечать на все ваши вопросы и вообще как-то
у них задача вызвать максимальное доверие у вас и показать, что они готовы идти вам навстречу. А если информация какая-то скрывается, она дается неуточненно, ее сложно найти, то это уже такой повод для вас отказаться от контакта. Там можно уже смело прекратить общение с этими людьми. Могут сказать, что у тех, у кого находятся близкие на СВО, сказать, что они попали в плен и нужно сделать выкуп и так далее. Важно знать, куда вы можете по этому поводу обратиться. Например, Фонд защитников Отечества, еще какие-то органы. Естественно, всегда лучше звонить в правоохранительные органы 112 для того, чтобы иметь такую основательную помощь в разрешении вашей ситуации. В ситуации, когда вас привлекают к каким-то внутренним расследованиям, очень важно обратиться по номеру 112, потому что они как раз тоже расследуют, в курсе всех этих дел и могут помочь вам удостовериться, что тот сотрудник, который вышел с вами на связь, это действительно сотрудник правоохранительных органов, ФСБ там, или любой службы. Получается, задача любого человека, которому поступает тот или иной звонок, получить данные звонящего и убедиться, что этот человек существует и работает, и является сотрудником тех органов, где он утверждает, что он работает. И еще очень важный момент, нужно понимать, что технологии далеко шагнули вперед, и могут быть и подделки голосов, и подделки внешности человека, и, соответственно, подделка номеров, то есть вам звонят с одного номера, как будто бы официального, по факту под ним может скрываться другой номер. Поэтому для того, чтобы уточнить, действительно ли ситуация такая, как вам описывается, нужно позвонить по номеру, который вы сами находите в ГИСе, не знаю, в интернете, и набираете со своего номера и звоните. Звоните в официальный, не знаю, горячую линию, службу поддержки и уточняете, прям есть такой человек, работает ли он так, в такой ли он должности. Вообще, любая эта схема, эти схемы, которые работают, они работают на двух таких психологических направлениях. Это НЛП, нейролингвистическое программирование, и гипноз. Чаще всего это эриксоновский гипноз. Сначала заходят, устанавливают контакт через нейролингвистическое программирование. То есть там существует определенная схема. Задается вопрос, есть реакции голосовые, если это видеозвонок, визуальные, которые снимаются специалистом, и на определенные вопросы ваши ответы формируют ту схему, логику действий, это называется метапрограмма, по которой вас ведут. Потом это отшлифовывается гипнозом, и человек действует уже, по сути, бессознательно. Для того, чтобы подключить сознание, очень важно остановиться, взять паузу. Часто такой паузы не дается, и это тоже должно стать для человека признаком того, что на него оказывается какое-то специализированное воздействие. Всегда должна быть пауза на то, чтобы сесть, обдумать, связаться с родными, не знаю, самому своей головой подумать и связать все вот эти логические цепочки, убедиться, что тот, кто звонил, работает там-то, там-то, просмотреть еще раз внимательно все документы, показать кому-то из специалистов, кто в документах разбирается, что это там действительно такой договор, действительно такое соглашение. То есть это время должно быть дано. И оно вообще, когда все прозрачно и честно, оно дается. Вот если такого времени нету, уже можете прекращать контакт, звонить 112, что может дать возможность остановиться. Это включить критическое мышление, задавать себе самому вопросы. Почему я это делаю? Что вообще происходит? Где я нахожусь? Кто вообще этот человек? Как только мы начинаем задавать вопросы, мы начинаем думать. А когда мы начинаем думать, у злоумышленников нет возможности уже управлять нами.